Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что теперь наши программы можно слушать на территории Крыма круглосуточно, 24 часа ежедневно, с понедельника и по воскресенье на частоте 648 АМ. Слушайте наши программы от Керчи до Бахчисарая, от Симферополя до Джанкоя, Красноперекопска, Евпатории, Осаки, Черноморский. Везде можно слышать. Теперь радио «Крым Реалии» на средних волнах на частоте 648 АМ. Итак, о чем мы будем говорить в следующие полчаса. 7 сентября, напомним, состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет тогда с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту Борисполь. В Украину вернулось 24 моряка, которые были захвачены ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива. Крымчане Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов и задержанный осужденный в аннексированном Крыму Евгений Панов, а также украинцы Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Артур Панов и Алексей Сизанович. Вот все они вернулись на территорию материковой Украины. А после обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019 года Зеленский рассказал Крым Реалии, что освобождение крымско-татарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украино-российского обмена. Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в списке украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах России и аннексированного Крыма, 115 человек, в том числе 87 крымских татар. А сейчас с нами на связи Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Лутфия, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой к вам вопрос. Скажите, есть ли какая-то информация о том, рассматривались ли те крымчане, которые сейчас либо находятся в местах лишения свободы, либо по которым ведется судебные процессы на территории России, либо на территории Крыма, что их включили в списки по обмену? Мне на данный момент достоверно известно о том, что Офис уполномоченного по правам человека в Украине и представительство президента оккупированных территорий контактируют с крымскими адвокатами, и точно происходила верификация тех списков, в которых есть крымские татары, крымчане, украинцы, проживающие на территории Крыма или сейчас отбывающие уже срок в колониях Российской Федерации. Но каковы итоги и чем это все закончится, пока неизвестно. То есть есть ли какая-то, я не знаю, есть ли какая-то очередность в этом? То есть, может быть, просят о том сказать, что вот у кого-то, может быть, по состоянию здоровья, он должен быть в первую очередь направлен на такую процедуру обмена? Или как это происходит? Как вообще попадают люди в этот список, если у вас есть такая информация? Поскольку я к этим процессам вообще не имею какого-либо прямого или косвенного отношения, и, насколько я знаю, даже те правозащитные организации, которые на территории Киева работают с вопросами крымских политзаключенных, даже они не до конца посвящены в эти процессы. Поэтому комментировать приоритетность, очередность, тем более я не смогу на данный момент. Я могу говорить о нашей этической позиции, и это консолидированная позиция всех активистов, адвокатов, правозащитников, которые работают в Крыму, что у нас нет приоритетов среди тех людей, которых мы защищаем. Мы считаем, что достойными быть на свободе сейчас являются все те граждане, которые содержатся в СИЗО и в колониях по политически мотивированным делам. Понятно. Еще один вопрос. Скажите, вот сегодня в Москве проводят такой очередной пикет из серии метропикетов. Это когда жители российской столицы, или другие люди, которые сейчас находятся в столице Москвы, они с пикетами, с одиночными пикетами находятся возле разных станций метро и знакомят таким образом жителей, опять-таки, России с теми проблемами, то есть вот с наличием политических заключенных на территории либо, собственно, России, либо на той территории, которая сейчас контролируется. Россия имеется в виду Крым. Но и в том числе они напоминают московские активисты про так называемое дело Хизбут Тахрир, и про Теймура Абдулаева, и про Рустема Исмаилова, и Узира Абдулаева, и про всех заключенных, либо про тех, по кому сейчас идет еще следствие. На ваш взгляд, вот эти мероприятия, насколько они могут помочь, повлиять на мнение вообще людей в России?
Вообще, вы знаете, я с интересом наблюдаю за теми процессами, которые сейчас происходят в гражданском обществе России, потому что после достаточно длительного периода стагнации, после болотных процессов, сейчас наблюдается активность. И эта активность интересна вот для меня лично в первую очередь тем, что люди стали объединяться между собой, невзирая там на какие-то конфессиональные, национальные, политические взгляды, да, то есть они понимают, что репрессиям в данном случае подвергаются абсолютно разные слои российского общества, и только консолидированная оппозиция им позволит каким-то образом переломить течение всех этих многочисленных политически мотивированных дел. И это такие, на мой взгляд, важные процессы, ну, за которыми интересно наблюдать и которые стоит сейчас анализировать. Я уверена в том, что, может быть, не в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они обязательно принесут свои результаты. Спасибо вам. Лутфия Зудиева, крымская правозащитница, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Ну вот два таких события, которые не в какой-то, а они взаимосвязаны на самом деле. Сегодня в Москве проходит вот такое, наверное, последнее в этом году массовая акция одиночных пикетов. Это называется метропикеты, которые с 17 до 22 часов проходят в поддержку политзаключенных. Приглашают россиян, значит, распечатать плакат с названием, что требует освободить всех политзаключенных, которые сейчас удерживаются Россией. Среди них, и напомню, почти сотня крымчан. Также напомню, что сегодня в центре нашего внимания это возможный обмен удерживаемыми лицами между Украиной, ну и де-факто Россией. Этот обмен планируется провести уже в это воскресенье, 29 декабря. Об этом написало российское издание «Коммерсант» со ссылкой на два своих источника. И якобы вот в воскресенье это состоится. И, значит, об этом стало первоначально известно еще 9 декабря после встречи президентов России и Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина. И тогда была достигнута договоренность о вот проведении этого взаимного освобождения лиц до конца года. Но вот тут вот что интересно. Значит, хотя де-факто это будет происходить на территории материковой Украины, но вот на границе между даже это сложно назвать границей, да, на линии размежевания между подконтрольной частью Украины и неподконтрольной частью Украины, это КПВВ Майорская, по предварительной информации, именно там передадут украинской стороне тех людей, которых удерживают подконтрольные России боевики, или же сама Россия. Но среди этого списка предварительно пока что нет крымчан, вообще их нет там крымчан. И вот глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, он утверждает, что и офис президента Украины не обращался в представительный орган крымских татар за консультацией относительно вариантов освобождения крымских политузников из российского заключения. Поэтому вот этот обмен, он произойдет, скорее всего, без крымчан. Сейчас с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат, здравствуйте. Здравствуйте. Появилась ли какая-то новая информация? Может быть, у вас был уже после этого, после того, как вы написали вот эту информацию о том, что не будет в этом обмене крымчан, может быть, что-то уже изменилось? Ну, смотрите, когда я написал о том, что офис президента не проводил консультации с Меджлисом крымского народа, это не означает того, что мы на первых этапах, особенно после того, как состоялся, помните, обмен 24 украинских моряков и плюс 11 политзаключенных, это было в сентябре, да, кажется, и мы после этого взаимодействовали с теми, кто участвовал в процессе подготовки новых списков, тем более все исходили из того, что буквально после того последнего обмена президент Украины заявил о том, что крымские политзаключенные, крымские татары, они обязательно будут на втором этапе возвращены из российского заключения. И это он, кстати, сказал как раз в интервью, если я не ошибаюсь, как раз вашей
редакции «Крымреалии», я цитирую, я думаю, это будет второй этап. Во втором этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда, освободим, потому что многие наши люди в Крыму, сказал президент. Но вот как этот процесс осуществлялся и на каком этапе украинская сторона не нашла аргументы против жесткой позиции России, а она-то жесткая позиция была и остается всегда. Типа, российская позиция исходит из того, что Крым это уже есть Россия, и не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Мы сейчас понимаем, что любое количество освобожденных, тем более в такое сложное время, тем более накануне Нового года, даже если 1-2 человека будут освобождены, это очень большая радость, но это неимоверная радость для близких этих освобожденных людей, но и это позитив для власти, потому что власть таким образом показывает свою, в данном случае, эффективность. Но как нам быть с теми людьми, которых русские не отпускают? И не отпускают не только потому, что они их считают террористами, а для того, чтобы размазать суверенитет украинского государства по отношению ко временно оккупированному Крыму. И вот в этой ситуации, когда надо было выбирать или ставить жесткие условия России и не идти на обмен какого-то количества военнопленных или заложников и добиваться освобождения и других граждан Украины, они такие же граждане, но с оккупированного Крыма власть решила пойти, по пути меньшего сопротивления. Мы понимаем мотивы этой власти, мы будем радоваться за радость заключенных, но мы не знаем, что ответить более чем 88 политзаключенным их родственникам, их матерям, женам, детям. Мы не знаем, что ответить, потому что они будут говорить о том, что они подверглись сегрегации, когда к ним отнеслись как к людям второго сорта. Понятно. Вы обращались после того, как стало известно, что там нет крымчан, вы обращались непосредственно напрямую в офис президента или нет? Давайте так. Но у нас же власть это не есть некий орган, где мы должны стоять с руками попрошаек. Тем более президент Зеленский на своей инаугурационной речи заявил о том, что каждый из нас является президентом. Мы не претендуем для того, чтобы исполнять президентские полномочия, но мы очень четко дали знать всем тем, кто есть в процессе. Мы с ними работали. Я не хотел бы сейчас называть должности или фамилии, но мы до последнего надеялись о том, что переговоры идут по формуле «все на всех». Или, по крайней мере, что будут там присутствовать и какая-то часть политзаключенных из Крыма. Но представьте себе, мы послезавтра можем выдать бывших сотрудников Беркута, которые стреляли в людей на улице Институтской 20 февраля, и вот сегодня как раз шел Киевский апелляционный суд и другие уже на домашнем аресте. Мы будем, наверное, скорее всего использовать, я имею в виду Украина, будем использовать убийц украинских граждан, но при этом наши граждане, как Муслим Алиев, 19 лет колонии, Энвер Бекиров, 18 лет, Тимур Абдулаев, его брат Узейр Абдулаев, 16,5, 12,5. Я мог бы этот список читать бесконечно. Эти люди останутся даже без обсуждения возможности их обмена. Это чрезвычайно. Но я еще раз хочу сказать, поскольку нас слушают многие люди и в Украине, это не означает о том, что сам обмен не должен состояться. Просто это говорит о том, что власть должна пытаться максимально использовать все аргументы для того, чтобы при этих обменах мы не разделяли людей. И мы уверены, что поскольку есть еще проблема переговоров газа, подписание как раз в эти дни, буквально сегодня-завтра, может быть уже подписан условия по трансферу газа, в которые заинтересованы наши западноевропейские партнеры, надо было и можно было дожать Крым. Чтобы тоже присутствовали в этих списках и на обмены, и чтобы менялись, но возвращались домой крымчане.
Рифат Ага, еще один такой вопрос. Вот сегодня он напрямую не связан с обменом, но сегодня вечером с 17 до 22 часов в Москве проходит так называемый метропикет в поддержку политзаключенных, в том числе и в поддержку вот тех, кого вы назвали. Это Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Эмира Усина Куку, Вадима Сирука, Рифата Алимова, Арсена Джипарова. То есть люди распечатывают плакаты и стоят возле станции метро. По-другому они не могут привлечь, видимо, внимание к тем крымчанам, которые находятся... Они должны стоять на расстоянии друг от друга. Мы бесконечно признательны тем буквально десяткам людей, которые выходят в Москве и которые выходят в Санкт-Петербурге. Мы многих этих людей знаем лично, но наша признательность к ним просто, она безгранична, потому что там для того, чтобы идти на эти акции, надо еще иметь и, кроме сопереживания, личное мужество. Это очень мужественные люди. Разумеется, что российская власть не будет реагировать на эти выступления, но здесь чрезвычайно важно, что такие люди в российском обществе есть. Спасибо вам. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Украины нескольких созывов, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня в центре нашего внимания два события. Вот в Москве проводят эти пикеты в поддержку политзаключенных, среди которых есть и много крымчан. С другой стороны, среди тех людей, о которых достоверно известно, что их удерживает Россия, либо в местах заключения, либо в местах лишения свободы, есть 88 крымчан, уточнил Рифат Чубаров. И эти крымчане, они известны, в том числе и украинскому омбудсмену. А Людмила Денисова, она сообщала, что в списке украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, находится 115 человек, в том числе 87 крымских татар. И второе событие, о котором мы сегодня говорим, это о том, что в воскресенье, 29 декабря, планируется обмен удерживаемыми людьми между Украиной и формально между пророссийскими боевиками, которые контролируют территории на востоке Украины. Сейчас я процитирую 23 декабря, вот что представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сказала, что по результатам заседания этой трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года. Мы сможем забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которые не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех наших ребят, которые в течение 4 лет после Иловайска, после Дебальцева находились в плену и которые в течение 4 лет даже не имели возможности пообщаться со своими семьями. Информацию про обмен, о том, что обмен произойдет до конца 2019 года, подтвердила также пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. А далее мы будем говорить с Олегом Ждановым, украинским военным экспертом. Олег, приветствую вас. Добрый вечер. Олег, как вот с вашей точки зрения, между кем и кем произойдет этот обмен удерживаемыми лицами? Вы абсолютно правильно сказали. Неформально между незаконными формированиями, образовавшимися в Донецке и Луганске, а официально обмен происходит на основании договоренности России, Украины и ОБСЕ, потому что трехсторонняя контактная группа состоит именно из этих трех представителей, и на заседании которой присутствуют по настоянию России, подчеркиваю, присутствуют представители вот этих самопровозглашенных новообразований. Поэтому официально мы меняемся с Российской Федерацией. То есть даже официально, то есть нет никакого там обмена вот с этими неподконтрольными или подконтрольными России боевиками, вот так скажем, да, вот с неподконтрольными Украине территориями. Хорошо, тогда такой вопрос. Если тогда почему это все произойдет, планируется, да, не с территории России, а на КПВВ Майорская, это в Донецкой области? Потому что эту территорию, они, во-первых, удерживаются на этой территории, это раз, и второе, эту территорию контролирует де-факто и контролирует Российская Федерация. И, кстати, приезжают туда, в том числе
и представители России на место, где происходит сам обмен. Поэтому это происходит на КПВВ «Майорская». Мгм. А на ваш взгляд, в этом обмене я понимаю, что, конечно же, в первую очередь заинтересованы и сами люди, которые там находятся в заключении, либо в удержании, либо в плене. Но вот по-разному можно давать терминологию. Кто там даже несколько лет там находится. Понятно, что они, понятно, что их родные. Но вот с политической точки зрения, можно ли говорить, что кто-то находится в более выигрышном положении в этом обмене? Кто-то сможет использовать этот обмен в своих политических целях? Ну, Российская Федерация постоянно пытается использовать этот обмен в своих достижений своих политических целей. Даже вот эта манипуляция со списками, да, когда один список оглашается сразу после нормандской встречи, и потом начинаются игры, кого там определили, кого подтвердили и так далее. Это же прямое вынуждение представителей Украины идти на прямые переговоры с представителями самопровозглашенных республик в Донецке и в Луганске. Поэтому тут вообще Российская Федерация никогда ничего не делает без получения политических преференций. Поэтому тут напрямую это связано. На ваш взгляд, почему вот среди списков на обмен на этот раз нет крымчан или тех крымских татар, которые сейчас находятся в заключении на территории непосредственно самой России, а не только в оккупированном ею Крыму? Но здесь все очень просто. Опять же, мы возвращаемся к политическим преференциям. Дело в том, что главный девиз Владимира Путина – это «их там нет». И второй пункт его девиза – это «Россия не сторона конфликта». Дело в том, что крымские татары были задержаны и осуждены на территории, которую они включили в состав Российской Федерации и на основании юрисдикции, действующей на территории Российской Федерации. И поэтому, если Россия их выставит на обмен с Украиной, она фактически признает незаконность применения к ним юриспруденции России. Поэтому речь об обмене граждан, задержанных в Крыму и осужденных по российским законам, здесь вообще не идет. Но с другой стороны, Олег, вот смотрите, 7 сентября, когда был вот этот обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией, тогда среди тех граждан Украины, которых Россия выдала, были, например, крымчане Дембекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Евгений Панов, ну и еще было несколько людей, которых задержали непосредственно на территории Крыма и осудили по тем или иным статьям. А тут вы говорите, что как бы она таким образом, ну вот, не будет признавать, то есть не пойдет на такой шаг. Смотрите, дело в том, что обмен 7 сентября и нынешний обмен нельзя сравнивать. Там была практически внутренняя договоренность между двумя президентами без привлечения зарубежных партнеров. Там был фактически прямой обмен. И поэтому при этом мы обменивались гражданами, которые были осуждены как на территории Российской Федерации, так и на территории Украины. В том числе, или даже в основном числе, среди обмениваемых лиц. Здесь же исключительно политический пиар, направленный в том числе и на международного потребителя, и в том числе происходящий на фоне вот этой нормандской встречи. Поэтому Россия никак не хочет, Путин же подчеркнул, он не сторона конфликта, поэтому он никак не хочет светить Российскую Федерацию в этом обмене. И еще один вопрос, Олег, с вашего позволения. Скажите, на ваш взгляд, почему не ставится вопрос об обмене всех на всех? Вы знаете, это самый больной вопрос. Дело в том, что я напомню, что все обмены, начиная там еще с ведения боевых действий 14-15 годов и по сей день, происходят по формуле всех на всех. Но настолько никаких гарантий не предоставляет Российская Федерация, или точнее нельзя верить гарантиям России. Мы не успеваем закончить один обмен по формуле всех на всех, как тут же появляется список на следующий обмен. Я не сомневаюсь, что после Нового года может появиться новый список. Дело в том, что тут есть вина и нашего руководства, потому что мы секретим и не хотим разбираться досконально в списках тех людей, которые
могли попасть в плен в ходе боевых действий. Вот. И поэтому этот список может расти бесконечно, с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, как действует Федеральная служба безопасности России, в том числе и на территории Донбасса. Любому человеку может быть предъявлено в любой момент обвинение в шпионаже или какой-то другой деятельности против Российской Федерации в пользу Украины. И он уже автоматически может попасть в списки для обмена. Вот это самая главная проблема. И полное отсутствие гарантий и невозможность верить в слова России. Спасибо вам. Олег Жданов, украинский военный эксперт, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о двух событиях. Ну, во-первых, в Москве и в Петербурге проходят пикеты, так называемый метропикет, в котором граждане России призывают самих россиян обратить внимание на то, что на территории Украины, на территории России удерживаются граждане Украины, и вот эти граждане, они имеют такой статус политзаключенных, либо незаконно осужденных, и требуют их освобождения. Также 29 декабря ожидается обмен между Украиной, ну и вот де-факто это будет обмен между неподконтрольными Украине территориями, а точнее подконтрольными России боевиками. И в этих списках не будет, к сожалению, крымчан. Об этом рассказал нам глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Вместе с тем он уточнил, что он выступает абсолютно за любой обмен и будет, конечно же, рад тому, что люди, которые много лет пребывают в плену, они вернутся домой к своим родным и близким. Далее продолжим нашу программу беседы с Игорем Козловским, украинским ученым, религиоведом и бывшим пленным подконтрольным России боевикам на территории востока Украины. Игорь Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Анатольевич, сегодня у вас вторая годовщина, я так понимаю, освобождения. Да, сегодня ровно 2 года, да. Скажите, на ваш взгляд, вот то, что так происходит, обмен, я задам этот вопрос, потому что вы там действительно были, да, и вас тоже потом возвращали. И вот, может быть, было бы интересно ваша точка зрения нашим радиослушателям. То, что обмен происходит и непонятно до самого окончания обмена, кого будут менять и на кого, это вообще вредит делу или помогает? Нет, процесс обмена это всегда очень сложный. Тем более, что даже само слово обмена, но как многие правозащитники на этом настаивают, не совсем правильно, потому как он, скорее всего, экономическая категория, и обмен уже предполагает торговлю. А раз есть торговля, то, естественно, есть интересы одной и другой стороны. И, во-вторых, проблема заключается в том, что весь этот процесс очень политизирован. А проблема гуманитарная. Это жизнь, страдания конкретного человека, который находится не приспособленных для жизни условиях, который арестован не просто за то, что он совершил какое-то там уголовное преступление, а просто потому, что он имеет и другую позицию, и, может быть, даже совершенно случайно, потому что люди, которые находятся там, попали по разным причинам. У кого-то забрали бизнес, на кого-то написали донос, кто-то кому-то не понравился. И это наши украинские граждане. И тут проблема действительно абсолютно гуманитарная. Но так как в этой фразе «всех на всех» постоянно вносится корректива всех как бы уточненных, тех, кто представлена одной стороной, другая сторона согласилась, что они есть, вот здесь, конечно, есть проблема. Страна ЛДНР на оккупованных территориях украинского Донбасса, она очень часто просто не признает, что там находится тот или иной человек. Хотя мы можем точно знать, что он есть. Даже знаем где, даже знаем в какой камере. Но они просто говорят, что его там нет и все. Проверить это невозможно. Игорь Анатольевич, скажите, как вообще попадают люди в этот список? Ну, простите, но вот называют список на обмен. Вот, то есть, как сделать так, чтобы не забыли кого-то? Вот вы говорите, вот он там точно есть, а вот как это проверить, что он точно там есть?
Ну, проверить очень сложно, прямо проверить. Почему знаем? Потому что так или иначе есть информация из мест заключения от других пленных, даже через тех, кто не является пленными, а находится там, но через них можно получить какую-то информацию. То есть так или иначе, все равно мы можем найти этих людей. Другое дело, что в списке чаще всего попадают те, за кого действительно борются. Иногда родственники сознательно не вносят в списки, надеясь как-то по-другому их освободить. Но раньше была более интенсивная, так сказать, торговля. То ли выкупали за деньги, то ли еще каким-то образом договаривались, то ли надеялись, опять же, что те так называемые квазисудебные органы его оправдают. То есть, есть разные судьбы, есть разные мнения, и не всегда эти люди действительно входят в эти списки. Но правозащитники, люди, которые сами прошли плен, так или иначе стараются, чтобы эти люди все же были в зоне внимания наших государственных органов. Угу. Спасибо вам. Игорь Козловский, украинский ученый, религиовед, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым-Реалии. 2 года назад, кстати, Игорь Козловский был освобожден в результате такого обмена. И сейчас, 29 декабря, уже 2019 года, ожидается очередной обмен, что называется, всех на всех, но, правда, в этом списке не будет крымчан. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. А на сайте Крым-Реалии, на сайте Радио Свобода можете следить, что называется, онлайн в воскресенье 29 ноября за всеми моментами этого обмена и как будут возвращаться домой украинские граждане на подконтрольную Украине территорию. А напомню, что вы слушаете программу «Крымский вечер», и мы продолжим ее через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Это радио Крым-Реалии, на радио Крым-Реалии, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, и к нам вернулась Елена Римовская. Она принесла такую толстую пачку новостей будущего. Что там будет произойдет интересного вообще в Крыму? Как всегда, со своим веером пришла. У нас тут рубрика «Продолжается рефлексия на запуск железнодорожного моста», но сейчас уже пошли реакции на реакции. Александр Молохов прокомментировал осуждение Соединенными Штатами Америки запуска поездов в аннексированный Крым. Кто не знает, кто такой Александр Молохов, допускаю, что такие люди могут быть, это глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при так называемом постоянном представительстве Крыма при президенте России. Так вот, Александр Молохов заявил, что осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Керченскому мосту продиктовано завистью. Передает РИА Новости. Точка. Все, в принципе, теперь все. Слушай, Лен, теперь спасибо. Теперь мне все стало понятно. В принципе, все это зависть. Ранее, можно напомнить тут, что ранее Соединенные Штаты Америки, они присоединились к тем странам, которые осудили запуск железнодорожного сообщения по мосту и, в частности, расценили этот шаг как такой, который демонстрирует неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Молохов, написал? Написал, что другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарно завистью к России, которая продемонстрировала всему миру, пишет Молохов, способность самостоятельно, без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились держать развитие России. Тут стоит напомнить, что при строительстве этого самого моста были использованы европейские технологии, насколько мне известно.
И даже несколько, ну, подробнее можно прочитать в расследовании журналистов, что принимали участие в строительстве несколько компаний. Но он рассказал также, что сам собирается проехаться на поезде, причем он сказал, значит, далее цитата: «Керченский мост — это гордость России. Я, кстати, и сам собираюсь новогоднюю ночь встретить в поезде на Керченском мосту и горжусь этим». Ну, ладно, хорошо. Предлагаю обсудить также тот факт, что Наталья Поклонская смастерила новогодние игрушки с собственным портретом. Подождите, а почему собственным портретом? Я думал, что это будет какая-нибудь новогодняя игрушка с портретом Николая II. Ну или с кем еще может. Но подожди, но почему собственную игру с собственным портретом? Ну, может быть, она портрет как бы тоже пыталась нарисовать, но он не получился. То есть рисовала Николая II, а получилась она. На днях бывший российский прокурор Крыма посетила фабрику елочных игрушек в Павловском посаде в Подмосковье, где сделала несколько шаров, то есть игрушечных шаров, вы поняли. Не боулинг, шаров нет, да, я понял. С изображением своего мема «Няш-мяш». Фотографии с фабрики депутат Госдумы нынешний, да, выложила на своей странице в Фейсбуке, написала: «Сделала несколько новогодних игрушек с няш-мяш в Павлопосадской фабрике елочных игрушек «Иней». А можно в Фейсбуке зайти и посмотреть на эти творения. Да, если кому интересно. Хорошо, а дальше что у нас тут? Ой, депутат Госдумы соседней России предложил, это вообще признание года, признать наследием ЮНЕСКО салат оливье и холодец. Салат оливье, селедка под шубой. Начался сегодня мой информационный день. Холодец и фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» предложили отнести к мировому культурному наследию. Сделал это российский депутат Виктор Зубарев, передает радио «Спутник». Кроме этого, Зубарев уверен, что российские традиции празднования Нового года необходимо внести в список нематериального культурного наследия человечества. Я так понимаю, одновременно, может быть, там с ГУЛАГом, да, и с чем-нибудь еще, ну вот какими-то такими интересными вещами. Потому что, да, но это же все вот такое именно советское, то есть это даже не российское, это вот именно советское, это вот такие остатки советского строя. Почему? Вот, знаешь, почему для советского человека, например, Новый год пах мандаринами? Ну, потому что их выбрасывали только в последнюю неделю декабря, все остальное время купить их было невозможно. Почему детство наше, оно ассоциируется, там, шпроты — это праздник. Да, вот шпроты, казалось бы, рыба просто, копченая, вонючая рыба какая-то, это праздник. Потому что ее только открывали только на какой-нибудь Новый год, может быть, на 7 ноября или на 1 мая, и все. Я в этой ситуации, меня больше интересует, как отреагировал гендиректор ЮНЕСКО, если к нему действительно это письмо дошло. Это, знаете, как пишут вот разные люди в разные инстанции письма на разные темы, иногда совсем не связанные с тем, чем та или иная организация занимается. Так вот и здесь. Вот представляете, гендиректор ЮНЕСКО получает письмо: внесите холодец и оливье в список культурного наследия. Там в этом списке Херсонес, да, там София Киевская, и пусть и там оливье. И оливье пусть там будет, да. А он, может быть, даже и поинтересовался, что такое оливье. Пошел и заказал себе, знаете, как оливье, а знаете, как оливье называется во Франции? Называется русский салат. Ну, я подозревал вообще, да, что что-то тут будет такое вот. Но, видишь, Зубарев, я предлагаю ему, чтобы он не просто вот написал письмо, а также какие-то, да, там, оливье с лопатой, причем желательно отправил судочки в ЮНЕСКО, да, гендиректору ЮНЕСКО. Чтобы он понимал, о чем идет речь. Холодец, оливье, селедка под шубой. Да, и фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Пенсионная реформа победила Керченский мост в годовом рейтинге событий. Рейтинг, ура! Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги уходящего года, опубликовав рейтинг самых значимых событий по мнению жителей соседней России. Согласно данным ВЦИО, самым главным международным событием 2019 года россияне считают улучшение обстановки в Сирии – 9% опрошенных. Второе и третье место делят выборы президента в Украине и встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским по 3% соответственно. В рейтинге же российских событий лидирует пенсионная реформа 10% и введение в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста 4%. Главными победами России в этом году 7% опрошенных жителей этой страны назвали достижения в фигурном катании. Ничего не меняется. Вот слушай, вот со времен холодца, селедки по шубе, оливье и фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» с 70-х годов ничего не меняется. 5% назвали главными победами России успехи в Сирии. Успехи в данной ситуации, они как бы закавычены, потому что, наверное, поставлены
поставлены под сомнение. 2% опрошенных отметили запуск поездов в аннексированный Крым в тройку скандалов года. По Подожди, оценкам- 2% всего лишь опрошенных отметили запуск поездов в аннексированный Крым. А пообещали, что 15 миллионов приедет уже россиян в Крым. Ну, Черняк говорил, он порожняк гнать не будет. Так, погодите. В тройку скандалов года, это же важно, Да. скандалы, интриги, расследования. По оценкам опрошенных россиян вошли допинговый скандал 7%, коррупция всего 4% и пенсионная реформа 4%. То есть есть люди, которые разрываются между тем, победа России, пенсионная Мгм. реформа, Зрада чи это или перемога. скандал. Мгм, понятно. Что у нас еще интересного? Давайте слушайте, про вино. Про вино вы хотите? Но якобы сувенирное вино «Крымский мост» пользуется популярностью у крымчан. Тут, наверное, два раза надо сказать якобы. Якобы вино и якобы пользуется. На этой неделе предприятие «Массандра» начало реализацию сувенирной серии вина «Крымский мост». Продажи продукции приурочили к открытию России железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Работа над проектом, который объединил 5 винодельческих предприятий Крыма и Кубани, началась в 2015 году. А сейчас в социальной сети появились фотографии из одного из магазинов на полуострове, и на ней видно, как продавцы заранее предупреждают посетителя о том, что сувенирного вина в наличии нет. У нас говорят только настоящее вино, а не сувенирное. Но там, конечно же, сразу исправили, сказали, что это не фирменный магазин Массандры, потому и нет. Но на самом деле эту новость я вас попросила прочитать не для того, а для того, чтобы можно было перейти к предупреждениям со стороны Крымского Минздрава. Так вот, Министерство здравоохранения подконтрольной России крымское предупредило, что алкоголь приводит к случайным половым связям. То есть алкоголь в виде Крымского моста приводит... В преддверии новогодних праздников подконтрольной России Министерство здравоохранения Крыма предупреждает крымчан о пагубном влиянии алкоголя. По словам главного внештатного психиатра-нарколога ведомства этого Марины Шаренко, опасность спиртных напитков заключается в том, что они вызывают состояние опьянения, которое не контролируется корой головного мозга. Как подчеркнула эксперт, даже не имея алкогольной зависимости, человек, находящийся в состоянии опьянения, может представлять опасность для себя и окружающих, если вы не знали. Еще одним крайне негативным последствием, это цитата, для лиц, употребляющих данный вид напитков, является возникновение случайных половых контактов, что приводит к распространению ряда заболеваний, передающихся половым путем. При этом некоторые из них могут иметь серьезные отдаленные последствия. Да, хорошо. А, кстати, вот как правильно выбрать алкоголь, если вы все-таки решились на такой отчаянный шаг, мы разбирали это в нашем дневном эфире вчера, поэтому вы можете найти на YouTube-канале Крым Реалии эту программу под названием «Выпить и не умереть. Алкоголь в Крыму». И еще одна новость. Под Новый год крымским чиновникам напомнили о запрете на дарение и получение подарков. В связи с Особенно алкоголь. Да, в связи с предстоящими новогодними рождественскими праздниками подконтрольной России Комитет по противодействию коррупции Крыма напоминает о необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков. Положение антикоррупционное законодательство содержит запрет на дарение подарков лицам, которые занимают государственные и муниципальные должности, государственным муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей. Такой, вот можете подарить мне Мерседес, но я как бы уже не выполняю никакие обязанности. И тогда это не подарок. Я не знаю. Да, что? Исключением является подлежащие сдаче подарков, которые получены в связи с протокольными мероприятиями. То есть, если кто-то куда-то едет, он получает подарок, он потом должен его сдать. Я не знаю, как эта новость оказалась у нас почти в конце списка, но в строительном магазине одного из городов России приготовили оливье в бетономешалке. Это Эта новость для подходила. ЮНЕСКО. Это для ЮНЕСКО. Готовят такое оливье, машина прямо поедет в ЮНЕСКо прямиком. А мы с вами лоточек, судочек передаем ЮНЕСКо. Таким образом... Селедка поплывет под шубой просто по морю. Корпоративный отдел хотел привлечь покупателей. В сети появился видеоролик, на котором человек, одетый в защитный костюм, готовит традиционный новогодний салат в бетономешалке. Пишет издание live.ru, но ни название компании, ни в каком городе это происходит не указано, поэтому информация получается такая сомнительная. Да, по-моему, ничего сомнительного нет. Это может произойти в любом городе. Мы помним, как в Севастополе, в общем, как бы была давка за оливье. Это программа «Крымский вечер». Ее для вас провели Александр Янковский и Лена Римовская. Мы прощаемся с вами теперь уже до понедельника. Всего вам доброго.